В июле 2022 года наше Министерство социального развития и труда в лице подведомственных своих структур, ресурсный центр и организация «Общественный ветеран» организовали лагерь для пожилых людей. Это впервые в нашей республике, насколько мне кажется, для людей, которым более 65 лет. 100 человек собрали из разных улусов. И в селе Намцы организовали вот этот лагерь. Что интересно, его цели, конечно, было это оздоровление, отдых, развитие. Во всяком случае, мне так показалось. Размещение, питание, занятия, места для этого отдыха были очень удачно выбраны. Ну, во-первых, это недалеко от города, во-вторых, удобно, комфортно там жить в студенческих общежитиях и питаться в столовой педагогического колледжа. Надо сказать, что для отдыхающих с того же дня прибытия сразу стало интересно. Почему? Потому что местные организации для ветеранов тоже уже встретили их очень, гостеприимно. И уже программа с того же вечера стала уже всем известна. И со следующего дня меня просто поразило, что все дни недельного пребывания с утра до вечера люди были заняты. Это были занятия для, скажем, культурно-досуговые, танцы, вокал и прочее. А были еще просто развивающие талант, какие-то домашние какие-то заготовки. Это швейные, всякие макраме, гончарные делают, настольный теннис, спортивных было очень много занятий. Вот. Это все сближало людей, и люди, знаете, вышли из своего маленького мирка, дом, кухня, внуки, все. А тут, общались, находили старых друзей, своих земляков или коллег, с которыми когда-то работали. И это общение просто радовало их всех. Было очень интересно видеть. На зарядку с утра куда-то ходили, вечером где-то встречались, в парке гуляли. Это было просто замечательно. Плюс к этому было свое медицинское обслуживание. Свой врач был все дни пребывания. Плюс из города была приглашена команда врачей. Офтальмологов, терапевтов, эндокринологов. Это было, конечно, замечательно. Люди этого и не ждали. Им было интересно. Сразу же очередь образовалась. И бесплатно все показывали. Люди даже приехали. Эта команда приехала даже со своими оборудованием, аппаратурой. Вот. Ну и что еще интересно? Было очень интересно видеть поездки по поселкам Намского улуса. Там очень интересные музейные места. Музей государственности Амосова, новый музей и для Ильи Винокурова. Потом там были места просто исторические, ритуальные места, где цехи проводят. И даже место, где показательный бизнес был. Допустим, поля для выращивания лекарственных трав, который давным-давно, лет 30 тому назад, был начат Леной Георгиевной Кривошапкиной в Хамагате. Вот. И поэтому все это совместные концерты еще с местными жителями, встречи с интересными людьми, местными активистами, это все, знаете, как сближает людей. Они видят развитие республики, отношения людей, возможностей, которые у людей есть. Там были женщины, которые говорят, мы никогда в жизни этим гончарным делом не занимались. Были женщины, которые никогда макраме не делали. И все это было, просто смотреть на них было очень приятно, я бы так сказала. Столовая кормила хорошо, но, вы знаете, я в таких, конечно, случаях не думаю, что люди должны требовать пятизвездного санатория, чтобы все было, знаете, вот несколько видов супа, там несколько видов салатов. Все, что нужно, притом в этом возрасте люди уже держат диету. Все подряд они не могут кушать, так что все это должно быть рационально, конкретно, все должно быть рачительно, в смысле, что расчет денег и прочее, все должно быть на хорошем, реальном уровне. Я сейчас просто думаю, что вот всего, кроме того, что было так замечательно, просто замечательно, я все-таки пожелание сказала бы, что вот этот лагерь был организован в основном на субсидии министерства, а теперь они
должны еще бороться за грант внутри нашей республики и за федеральные гранты. Правильно, этим надо заниматься, этим живет сейчас общество. Социально ориентированные некоммерческие организации. И тут, конечно, они, вот эти общественные организации должны много работать. Но при этом у меня возникло желание, не у меня, только у всех возникло желание, а почему этот лагерь только один? А давайте еще делать, а в других улусах? И женщины на эту тему все очень охотно обсуждали, и они, там были люди, которые работали на руководящих должностях, главы наследников, в администрациях разных работали, в школах руководящими. И они видят, что такие лагеря можно делать и в других улусах. Например, в Вилюйской группе улусов, на северных наших, значит, как сказать, регионах северной части, по Яне, по Индигирке, скажем так. Было бы очень интересно. И кроме того, мы сейчас организовываем же, пытаемся делать советы наставников и наследников, чтобы люди и даже общественные организации только для молодых, только для ветеранов, только для швей, они не ушли узко, а чтобы они вместе, и чтобы было сотрудничество, было взаимопонимание между администрацией улуса или наслега, особенно с главой, которого избирают и которыми иногда бывает сложно вместе с населением, они делятся на родственников, на одноклассников, соседей и прочее. Чтобы этого не было, мы создаем советы наставников. Так вот, эти советы наставников и другие организации, гражданские инициативы, они могут создать небольшие такие лагеря, не обязательно на 100 человек. Допустим, на слегах, красивейшие места у нас в Якутии, и на 20 человек, еще на сколько-то. Вполне возможно. Во всяком случае, те люди, которые отдыхали, допустим, прошлым летом, и еще будут, если получится, они же уже могут разносить, развивать этот опыт, распространять этот опыт. Любят сейчас говорить масштабировать. Ну вот, поэтому то поколение, которое сегодня стареет, но которое, скажем, и социализм строило, и к коммунизму шло, они очень активны. Они привыкли помогать друг другу, поддерживать друг друга, развиваться вместе. И поэтому они сейчас с удовольствием бы передавали вот этот опыт, распространяли бы опыт, ну и в больших таких каких-то масштабах, ну и в мелких, ну поменьше. Вот. Я просто предлагаю еще вот для распространения этого опыта можно было бы заранее, допустим, объявить, что этот подобный лагерь тоже будет. Но для этого какую-то тему можно предложить, чтобы люди заранее что-то, свои предложения, свой опыт описали и привезли. Такое может быть. Не все, может, 100 человек или 50 напишут это, может быть, но кто-то может это делать. Далее они могли бы вот этот опыт свой распространять дальше. И анкетирование здесь работники предлагают или в начале пребывания, или в конце пребывания, что очень хорошо получилось, что поможет нашим людям и пожилым передавать свой опыт профессиональный, жизненный, вместе жить, вместе как бы помогать друг другу. Сейчас особенно в эти тяжелые годы читать, обсуждать, что происходит у нас в республике, в стране, в мире даже. Вот. И вот то, что у нас руководство республики и страны призывает и к консолидации, и единению, это все стоит и перед нами. Я так, во всяком случае, вижу, что пожилые люди, они готовы к этому. Они вполне сейчас, допустим, есть группа в WhatsApp, люди, которые отдыхали, они переписываются, с таким удовольствием вспоминают Афанасия Афанасьева, просто с восторгом. Он у них проводил занятия с утра до вечера, концерты ведущих наших, под конец, вечера. И я должна сказать, что внимание с министерства, Лена Александровна Волкова приезжала, Галина Николаевна Лебедева, глава УЛУСа был, заместитель главы. Они все спрашивали, чего не хватает еще, что вы еще можете, давайте сделаем так. Мы запросили такой-то грант. Это все, как бы стоит усилий различных организаций, которые для вас все это писали, долго боролись за это, следили за этим. Это все было очень интересно, и это сплачивало людей. Вот.
это как раз тот случай, когда люди, народ и власть вместе едины, как бы, да? Вот. Ну, и я так думаю, что этот опыт, он, говорят, есть и в других регионах, но у нас, допустим, такой большой вдруг лагерь для пожилых. И насколько я читаю и вижу, уже идут какие-то другие однодневные, двухдневные, какие-то соревнования, какие-то фестивали для пожилых людей. Это хорошо, потому что, ну, пожилым, кто еще дожил, это просто счастливчики, но выезжать они далеко не могут, никаких Бали, всяких этих Карибов. Деньги нужны, время нужно, здоровье нужно, чтобы путешествовать. А то, что мы у себя в такой огромной республике, как Саха, с такими красотами, реками, озерами, горами, растительностью, у нас можно спокойно организовывать такие лагеря. Вот. Сейчас все это как бы бесплатно за счет вот, государства даже, так скажем, да. Можно какие-то еще, может быть, кто-то захочет и частные лагеря делать, почему бы нет. Люди же делают такие какие-то маршруты разные, пикники делают, какие-то пребывания. Например, я всегда хотела в Амгинскую улус хотела где-то на отдых, или в Сунтар. Там есть такие места. Вот, поэтому с большой благодарностью в адрес министерства и этих организаций, где работают в основном молодые и так энергично взялись за это дело для своих пожилых в общем как бы потоке, что ли, современных социальных новых веяний. Это серебряный волонтер, ну, серебро, серебряные волосы, это уже понятно. То есть поколение старшее, оно не должно остаться на обочине жизни, оно должно вносить свой вклад, оно способно еще вносить свой вклад в нашу жизнь, осовременить ее или напомнить о таких дорогих и нужных и полезных традиций, каких-то опыта работы жизни в нашу жизнь сегодняшнюю.